Вы когда-нибудь чувствовали себя пойманными в невидимые цепи, неся на своих плечах тяжесть мира из-за эмоциональной привязанности? Представьте себе свободу, которая возможна, когда вы отпускаете эти цепи, позволяя себе идти легко и сосредоточиться на том, что действительно важно. В сегодняшнем видео мы рассмотрим, как превратить привязанность в силу и свободу, руководствуясь мудростью древних философов-стоиков. Приготовьтесь к путешествию, которое изменит ваш взгляд на мир и ваши эмоции. Вместе мы разгадаем учение Марка Аврелия и Сенеки, изучая искусство отстраненности, сохраняя баланс и спокойствие. Если вы готовы сделать первый шаг к более полной и целенаправленной жизни, вы попали по адресу. Давайте начнем. Отпустить эмоционально непросто. Это требует истинной готовности оставить прошлый опыт и отношения позади. Представьте, что вы держите веревку так крепко, что у вас начинают болеть руки, но страх отпустить ее удерживает вас от действий. Позвольте мне сказать вам кое-что. Отпустить не значит упасть. Иногда это означает, что вы, наконец, можете протянуть руку и взять что-то еще лучше. Я усвоил это на собственном горьком опыте, когда оставался в комфортных отношениях просто потому, что чувствовал себя в безопасности, не осознавая, что закрываю двери для счастья, которое стучится в мою дверь. Правда в том, что страх что-то потерять – это ловушка. Мы живем в мире, где социальные сети бомбардируют нас иллюзией, что все живут идеальной жизнью. Когда вы перестаете листать чужие истории и начинаете жить своей, страх, что вы что-то упускаете, теряет над вами власть. Незнание каждой детали чужой жизни не означает, что вы что-то упускаете. Это означает, что вы полностью присутствуете в своей жизни, создавая моменты, принадлежащие только вам. Привязанность к ложному образу счастья может сделать его практически невозможным. Видя, как другие живут своей лучшей жизнью, вы можете почувствовать, что отстаете и никогда не получите того, что есть у них. Но помните, трава только издалека кажется зеленее. Иллюзия совершенства в жизни других людей крадет радость из вашей собственной. Это все равно, что бежать по беговой дорожке, пытаясь добраться до голограммы. Как бы быстро вы ни бежали, вы никогда ее не достигнете, потому что это нереально. Отстраненность не означает отказ от счастья, на самом деле определяет его на своих собственных условиях. Итак, чтобы отпустить эмоции, следуйте принципу стоиков. Сосредоточьтесь на том, что находится под вашим контролем, на ваших мыслях, действиях, развитии. Это дает возможность осознать, что ничье мнение, даже ваша блестящая, отфильтрованная жизнь в социальных сетях, не имеет силы определять вашу ценность или ваше счастье. Это осознание – ваша броня, позволяющая вам двигаться вперед без ненужных привязанностей, свободно ощущать жизнь во всей ее непредсказуемой красе и быть открытой для подлинных, приносящих удовлетворение связей, которые ждут прямо за углом. Помните, отпускание – это не конец, а смелый шаг к жизни, которую вы действительно заслуживаете. Но почему отстраненность так важна? Когда мы слишком привязываемся к людям или ситуациям, мы позволяем им контролировать наши эмоции. Это все равно, что передать пульт дистанционного управления нашими чувствами кому-то другому, позволяя им переключать каналы по своему желанию. Эта власть над нами может повлиять на наше счастье и печаль, а в крайних случаях привести к решениям, которые мы никогда бы не приняли в более уравновешенном состоянии ума. Отпустить не означает перестать заботиться, а, скорее, придать правильный вес вещам, которые находятся вне нашего контроля. Думайте о своих эмоциях как о корабле, стоящем на якоре в гавани. Если вы привязаны к слишком большому количеству якорей, вы не сможете свободно переплыть бескрайний океан. Но если вы начнете поднимать эти якоря один за другим, ваш корабль сможет отправиться в плавание и исследовать новые возможности и горизонты. Стоицизм учит нас снимать эти ненужные якоря и идти по жизни уверенно и смело. Давайте будем более практичными. Начните с определения того, кому или чему вы слишком привязаны. Затем спросите себя, почему вы ищете подтверждение? Боишься одиночества или чего-то еще? Понимание корня вашей привязанности – это первый шаг к возвращению контроля. Теперь займитесь деятельностью, которая приносит вам чувство цели и удовлетворения. Практикуйте благодарность, размышляйте над своими приоритетами и помните, что настоящий рост идет изнутри. Сосредоточив внимание на своем личном развитии и благополучии, вы обнаружите, что потребность во внешнем одобрении снижается.
Отстраненность позволяет ценить собственные достижения и находить радость в мелочах. Со временем вы станете более выносливыми и сможете решать проблемы спокойно и уверенно. Путь отпускания продолжается, но с каждым поднятым якорем вы будете приближаться к эмоциональной свободе и истинному внутреннему миру. Мужественно плывите по огромному океану жизни, зная, что у вас есть сила решать свою собственную судьбу. Когда мы к чему-то привязываемся, обычно всем управляет наше эго. По сути, мы существа любви. Подумайте о новорожденном ребенке, излучающем радость, не затронутом сложностями эго. С возрастом наше эго берет на себя управление, наполняя нашу жизнь привязанностями. Эти привязанности, будь то к людям или идеалам, затуманивают наши суждения и отвлекают нас от нашей истинной сущности, которой является любовь. Привязанность – это игра эго, антитеза любви и самодостаточности. Если мы сделаем шаг назад и посмотрим на свои желания и связи через эту призму, мы начнем осознавать, какой ненужный вес они добавляют в нашу жизнь. Теперь представьте себе жизнь, прожитую из любви, а не из эго. Представьте себе свободу не цепляться отчаянно за результаты, людей или статус. Жизнь из любви позволяет вам доверять изобилию, искренне верить в то, что вам нужно, найдет свой путь. Это не принятие желаемого за действительное, а глубокая вера в свою личную ценность и возможности. Это дает вам возможность отпустить все и осознать, что привязанности – это всего лишь якоря, ограничивающие огромный океан, который вам суждено исследовать. Чтобы начать отпускать эти якоря, осознайте привязанность такой, какая она есть, продукт вашего эго, стремящегося к безопасности и подтверждению. Затем измените свою точку зрения, поймите, что ваша ценность не привязана к этой привязанности. Твоей сущности, твоего ядра достаточно. Это понимание не происходит в одночасье. Это осознанная практика, сознательный выбор, позволяющий поставить внутренний покой выше внешнего подтверждения. Наконец, примите концепцию изобилия. Когда вы отпускаете страх потери, Вселенная находит способ вознаградить вас еще большим количеством того, что осталось позади. Отстраненность не означает, что вас меньше заботит, но означает, что вы лучше понимаете. Это значит оставаться верным своей сути, позволяя любви вести вас, а не страху. Путь к отпусканию преобразует. Речь идет о том, чтобы избавиться от своего эго и открыть для себя жизнестойкую, наполненную любовью душу, живущую внутри вас. Речь идет о легком движении вперед, свободном от бремени привязанностей, готовом получать новые благословения с распростертыми объятиями и твердым сердцем. Иногда наше эго заставляет нас верить, что мы недостаточно хороши или что на другой стороне трава зеленее. Это приводит нас к волне эмоциональных привязанностей в поисках внешнего подтверждения. Это заблуждение часто приводит нас к боготворению отдельных людей, вознося их на пьедестал, как если бы они обладали чем-то недостижимым. Однако, если приобщиться к нашей сути, в критические моменты жизни мы понимаем, что ни у кого нет специального билета, мы все одинаково уязвимы, одинаково человечны. Крайне важно противостоять этой иллюзии лицом к лицу, увидеть ее такой, какая она есть, мираж. Мы не должны позволить этому исказить наше восприятие себя или других. Практика уверенности в себе и внутреннего исцеления имеет основополагающее значение. Полезно напоминать себе, что вы удивительны, особенны и уникальны. Однако такое мышление не означает, что вы считаете других неполноценными или отделяете себя от коллективного человеческого опыта. Вместо этого речь идет о признании того, что, хотя у каждого из нас есть уникальные пути, ни один путь не превосходит другой по своей сути. Когда дело доходит до привязанности, особенно в отношениях, легко впасть в состояние скудности, боясь потерять кого-то уникального и незаменимого. Этот образ мышления является прямым продуктом нашего эго, нашептывающего ложь о дефиците и ограниченности. На самом деле, навязывание эмоциональной отстраненности не означает отрицание чувств или безразличия, а, скорее, принятие изобилия Вселенной и нашей способности любить. Это признание того, что, хотя кто-то может быть для нас особенным, наша полнота не зависит от его присутствия. Осознание этого освобождает нас от привязанности, основанной на страхе, позволяя нам свободно любить, не цепляясь отчаянно. В соответствии со стоической философией полезно практиковать взгляд на каждого человека, включая нас самих, через призму равенства. Каждый, кого мы встречаем, каждый, кого мы можем потерять, играет роль в нашем путешествии,
так же, как и мы играем роль в их путешествиях. Но ни одна роль не является незаменимой. Усвоив это, мы развиваем глубокую эмоциональную силу, которая готовит нас с достоинством встречать жизненные неопределенности. Стоики учили нас важности сосредоточения внимания на том, что мы можем контролировать, на нашем восприятии, действиях и воле. Применяя это к отношениям и отпуская все, мы находим путь к подлинному миру и устойчивости, отпуская иллюзии, созданные нашим эго, и принимая освобождающую истину нашей общей человечности. Откуда берется истинная ценность? Это вопрос, ответ на который может отстранить нас от ненужных привязанностей и привести к состоянию эмоциональной свободы. Понимание этой концепции особенно важно, когда задача состоит в том, чтобы отпустить кого-то, процесс, глубоко укорененный в принципах стоицизма. Речь идет не о разрыве связей со злобой или безразличием, а о признании того, что самая глубокая форма дружеских отношений, которая у вас будет, это та, которая у вас есть с самим собой. Истинная ценность исходит изнутри, из вашего характера, вашей мудрости и того, как вы относитесь к другим. Легко думать, что счастье заперто в присутствии другого человека в нашей жизни, что наша ценность увеличивается с его одобрением или уменьшается с его пренебрежением. Однако такое мышление сковывает нас, сводя наш огромный потенциал к капризам другого. Подобно птице, которая считает, что для полета ей нужно определенное дерево, мы ограничиваем свое эмоциональное небо. Вместо этого представьте, что вы понимаете, что небо всегда было открыто и ждало, пока вы расправите крылья на своих условиях. Эта уверенность в своих силах освобождает нас, учит нас тому, что наша ценность не колеблется в зависимости от мнения или присутствия других. Таким образом, отстраненность – это не акт отталкивания кого-то, а приближение к нашей сущности. Сосредотачиваясь на личностном росте и становясь лучшей версией себя, мы освобождаемся от груза привязанностей. Это похоже на выращивание сада. Вы не станете просить, чтобы вырос ни один цветок. Вместо этого позаботьтесь о почве, поливайте растения и доверьтесь естественному процессу. Ориентируясь на самодостаточность, мы выращиваем сад, который процветает независимо от того, кто решит пройти по нему или полюбоваться его красотой. Такое совершенствование становится источником счастья, независимым, устойчивым и приносящим глубокое удовлетворение. Как пройти путь эмоциональной отстраненности? Все начинается с понимания того, что вы целостны, с чьим-то одобрением или без него. Цель вашего путешествия – открыть для себя необъятность собственного неба и научиться любить свободу, которую дает полет в одиночку. Когда мы принимаем мудрость стоицизма и сосредотачиваемся на том, что находится в пределах нашего контроля, наших мыслях, наших действиях, нашем росте, это не означает закрытие наших сердец или игнорирование любви и связи, а, скорее, эмоционального заземления себя в твердой основе нашего существа. Помните, ваша самооценка – это не чья-то головоломка, в которой не хватает одного кусочка. Это настоящий шедевр, но в него можно добавить больше красоты из окружающего мира. Вы зашли так далеко, и это показывает, насколько вы решительны и смелы. Путь отпускания – это путь трансформации, и вы идете по нему с невероятной внутренней силой. Каждый шаг, который вы делаете на пути к эмоциональной свободе, является свидетельством вашей способности расти, развиваться и становиться лучшей версией себя. Всегда помните, вы – якорь своей жизни, и никто другой не может контролировать ваши эмоции или вашу судьбу. Отпуская привязанности, которые больше не служат вам, вы освобождаете место для новых возможностей, новых приключений и внутреннего покоя, которого могут достичь немногие. Вы заслуживаете жить полноценной жизнью, полной радости, целей и истинной связи. Применяя эти уроки стоицизма и отстраненности, вы не только меняете свою жизнь, но и вдохновляете окружающих делать то же самое. Никогда не недооценивайте свою силу, вы устойчивы, мудры и полны потенциала. Продолжайте идти по этому пути, зная, что каждый акт отстраненности – это акт самолюбия и мужества. Спасибо за то, что вы здесь, за то, что посвятили себя этому путешествию самопознания и за то, что вы являетесь постоянным источником вдохновения. Вы необыкновенны, и мир становится лучше с вашим светом. Шагайте вперед с уверенностью и знайте, что истинная свобода и счастье всегда в пределах вашей досягаемости. Если вы нашли ценность в этом контенте, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы видеть больше таких вдохновляющих видео.
Поделитесь этим видео с друзьями и семьей, которым также могут быть полезны эти ценные уроки. Мы хотим услышать ваше мнение. Оставьте комментарий ниже, поделившись своими размышлениями и мыслями о том, как отпустить ситуацию. А чтобы показать, что вы действительно заинтересованы в своем развитии, прокомментируйте следующее предложение: «Я готов свободно плавать». Ваше участие необходимо, чтобы мы могли продолжать создавать контент, который будет иметь значение. До следующих встреч и помните, настоящая трансформация начинается внутри вас. Давайте продолжим этот путь роста вместе. Вы можете достичь всего, чего пожелаете, потому что внутри вас живет неукротимая сила и непоколебимый дух. Никогда не переставайте верить в свои силы и ценность. До следующего раза!